Для того, чтобы вразумить молодежь и огородить от убедительных сладкоголосых вербовщиков, нужна психологическая подготовка самим взрослым, особенно педагогам, тем, кто вплотную общается с молодежью. Это одна из мер борьбы с экстремизмом. И об этом сегодня говорили на мероприятии в Магасе с участием представителей министерств и ведомств. О пропаганде светлого ума. Репортаж нашего корреспондента. Профилактике терроризма и экстремизма в последнее время в регионе уделялось немало внимания. Проводились семинары, мероприятия, организованные различными министерствами и ведомствами республики. На пути борьбы с черной идеологией возникает много трудностей. Именно на эту тему участники конференции приготовили свои доклады. Так Рамазан Гойгов рассказал о работе Минобра в этом направлении. Министерство образования и науки Республики Ингушетия в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма 19-23 годы при участии представителей МВД, Миннации Ингушетии, духовенства, а именно имамы, найбы, деятелей культуры и спорта за 2020 год проведено более 150 целенаправленных мероприятий с охватом более 20 тысяч человек. По данным, полученным из МВД России по Республике Ингушетия, на профилактическом учете в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений состоят 24 обучающихся образовательных организаций подведомственных Министерству образования и науки Республики Ингушетия. С обучающимися, в том числе с лицами, состоящимися на профилактическом учете, проводится работа как индивидуальная, так и групповая. Кроме того, Министерством образования проводятся курсы повышения квалификации педагогов и психологов, ответственных за организацию профилактических мероприятий среди молодежи. Так, в 2020 году проведены курсы по теме профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде и психологическая поддержка детей, эвакуированных из зон боевых действий. По словам докладчика, результат был бы более ощутимым при поддержке их работы и других ведомств. В целях профилактики вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность ежегодно проводятся спортивные мероприятия, а именно мы вовлекаем детей в спортивные кружки и секции с целью обеспечения их полной занятости во внеурочное время, так как больше дети подвержены именно использовать интернет-ресурсы после учебного времени, то есть внеурочное время. При проведении таких профилактических мероприятий министерство столкнулось с такими проблемами, как первое – это отсутствие межведомственного взаимодействия. Единственный орган исполнительной власти, с кем мы сотрудничаем и взаимодействуем, это Министерство по внешним связям и национальной политике, ну и, конечно, Коммолодежи, с кем мы проводим эти мероприятия. А хотелось бы, чтобы этот круг немного расширился. Для эффективной борьбы с терроризмом в молодежной среде необходимо вести пропаганду идеи, их воспитания в рамках российской и именно ингушской культуры и этикета взамен чуждой западной и азиатской, уверены в Комитете по делам молодежи. В целях патриотического воспитания молодежи Коммолодежи Республики Ингушетия планирует проведение в 2021 году ряд культурных мероприятий, интеллектуальные, историко-культурные игры с участием различных слоев населения в целях национально-культурного воспитания молодежи и противодействия экстремистской идеологии. В рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия на 2019 и 2023 годы сотрудниками Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия в 2020 году было проведено 9 культурно-массовых мероприятий в режиме офлайн и 2 мероприятия в режиме онлайн с общим охватом около 1600 человек офлайн и 960 человек в режиме онлайн. Терроризм – это явление, на которое нужно воздействовать комплексно, в том числе и с привлечением молодежи, так как они, являясь пользователями современных интернет-ресурсов и социальных сетей, могут стать незаменимым оружием против распространения черной идеологии, уверен Руслан Мезиев. Поэтому в конференции принимают участие и активисты. Мы делаем какую-либо работу по профилактике, но не всегда она доходит до молодежи, потому что молодежи это может быть неинтересным. И поэтому на сегодняшнем нашей конференции принимают участие и студенты, которые нам подсказывают, как вести эту работу, и сами участвуют. Мы каждый год объявляем конкурс по поддержке молодежных проектов по профилактики экстремизма, терроризма. И сами молодые люди говорят, вот давайте сделаем это или давайте сделаем то. Мы это рассматриваем, принимаем решение комиссионно и оказываем им содействие в реализации своих каких-то планов и каких-то мероприятий. Дали Куркиева, студентка первого курса филологического факультета Ингушского госуниверситета. В свою очередь она выразила готовность оказать всевозможную помощь и поддержку от лица всех присутствующих активистов. Конечно, эта тема, эта проблема сейчас, наверное, одна из самых актуальных. Борьба с терроризмом. Поэтому мы решили, что к таким проблемам нельзя оставаться равнодушными. И мы стараемся принимать
активное участие во всех таких мероприятиях, потому что это наш народ, и мы хотим делать хоть что-либо для его улучшения, для улучшения ситуации в нашей республике. Залина Коригова занимается выявлением противоправного контента в сети и предоставлением помощи правоохранительным органам в их блокировке. На конференции, посвященной проблеме профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, она представила изготовленный Миннатцем региона журнал «Вестник террора». В журнал вошли статьи научных российских экспертов, также советы, как предостеречь молодежь от вербовки террористических организаций, как предостеречь себя от экстремистской идеологии, как не быть завербованным. Надеюсь, что журнал станет хорошим подспорьем для предостережения и сохранения нашей молодежи от негативного и противоправного влияния. Спасибо Миннату за помощь в его реализации. Вербовка молодежи происходит в разных местах и условиях. Распространению черной идеологии геолокация вовсе не преграда. Будь то на учебе или на улице, необходимо быть бдительным как самому подростку, так и их родителям. С каждым годом меняются только методы вербовщиков. Мы проводим мероприятия в разных сферах, в школах, домах культуры. То есть это и разные конкурсы детского рисунка, квесты. Мероприятия проводятся также и с мигрантами, в том числе и в этом году по ним проводились в 3 селах. Мероприятия проводятся с лицами, освободившимися из мест лишения свободы за преступления террористического и экстремистского характера, лицами, родственниками лиц, выехавшими в Сирийскую Арабскую Республику, родственниками лиц, которые находятся в розыске за преступления террористического и экстремистского характера местном, региональном, федеральном, международном розыске. Также мероприятия проводятся и в отношении вдов. Нами активно оказывается помощь, независимо от категории лиц, в том числе и тем, которые когда-то совершили преступления. На протяжении всей конференции и далее поднимались ряд проблемных вопросов по исполнению комплексного плана на 2019-2023 годы. Свои доклады представили и сотрудники антитеррористического комитета Ингушетии, представители Минтруда и различных ведомств. Муслим Ганиев, Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.